Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике является напряженной. На настоящий момент есть незначительное снижение количества выявленных случаев. По данным Управления Роспотребнадзора зафиксировано 281 новый случай коронавирусной инфекции, при этом большинство из них зафиксировано в столице нашей республики 130 случаев. Необходимо обратить внимание на сложные обстановки в Алданском, Хангаласском, Мирнинском и Намских улусах и в Нюрбинском и Усялданском. В остальных улусах фиксируется, особенно в северных улусах, если есть фиксация, то это единичные случаи. Конкретное понимание сегодня уже очень четко прослеживается. Чем выше, соответственно, уровень вакцинации в улусе, тем меньше и легче переносят граждане заболевания новой коронавирусной инфекции. И, соответственно, меньше и спектр по количеству граждан заражения. В тяжелом состоянии у нас находится 124 пациента, из них на ИВЛ 33. На ИВЛ, на аппарате искусственной вентиляции легких у нас находится как в реанимационных отделениях города Якутска, так и в реанимационных отделениях районов республики. Гражданам оказывается телемедицинская консультация. Тем, кто находится в ИВЛах в районах республики, нужно сказать, что 90% из находящихся в тяжелом состоянии на ИВЛе – это непривитые граждане с осложненными хроническими заболеваниями. По-прежнему, как я уже обращаю внимание, вакцинация является наиболее эффективным способом защиты заболеваний. И на настоящий момент нужно сказать, что уже 3 улуса республики достигли вакцинирования первым компонентом 80% от взрослого населения. И действительно, в них регистрируются единичные случаи. И хотела бы поблагодарить, в том числе граждан этих улусов, не только за сознательность, но и несмотря на то, что случаи единичные, нормы, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, соблюдаются достаточно строго. В республике продолжается процедура ревакцинации. Сегодня у нас уже проревакцинировано около 50 тысяч человек. Еще раз обращаем внимание на необходимость ревакцинации. Вчера поступило соответствующие методические рекомендации. Это 13-е методические рекомендации за весь период непосредственно лечения новой коронавирусной инфекции, по которым, соответственно, ревакцинация рекомендуется осуществлять непосредственно спутником Лайт, и, соответственно, спутник Лайт применять не для первичной вакцинации, а для вакцинации тогда, когда человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация является эффективным способом защиты от заболевания и возможностью избежать утяжеления состояния при заболевании. Я хочу обратить внимание на то, что если брать цифры, то из 124 пациентов реанимации только 2 человека вакцинированы, 122 не вакцинированы. Это достаточно для нас должна быть показательная цифра, говорящая прежде всего о тех последствиях для здоровья, которые приносит новая коронавирусная инфекция и отсутствие ее такой незащиты через вакцинацию. Сегодня первую вакцину в республике получили 453 384 человека. Это 63% от всего взрослого населения. Вакцинация проходит практически везде. Это по первой вакцинации. По второй вакцинации мы чуть выше 50% в целом по взрослому населению. Конечно же, хотелось бы сегодня с теми темпами вакцинации, которые есть, дальше их осуществлять, продолжать, потому что всем очень хочется встретить Новый год. Спасибо большое.